Таня Де Агостино второй год участвует в фотоконкурсе елок. В прошлом году, мечтая о снеге, она празднично украсила белую елку. И рядом с белой елкой на фотографии уютно устроилась дочь Тани, Алисия, и кошка-принцесса. Тогда белая елка Тани попала в число победителей. В этом году большая модница Далласа Таня Де Агостино подошла к конкурсу фотоелок еще более творчески. Мне очень сильно посчастливилось, что я нашла полным набором орнаменты для новогодней елки, которые состоят из шаров вместе с Шанель брендом и бусами жемчужными. Также присутствуют эльфовые башни. Хрустально-жемчужная фотоелка Галины Роуланд привлекла внимание своей трогательной семейной историей. Посвящена она маме Галины, которая любила жемчужные бусы и хрустальные вазы. Всегда декабрь связан с памятью мамы, поскольку в декабре, 24 декабря, ее день рождения. И перебирая старые фотографии, я наткнулась на очень интересную мысль, что мама всегда носила жемчужные бусы. Город, из которого я приехала, Саратов. И в Саратове была очень известная хрустальная фабрика. И всегда на все праздники у нас всегда на столе был хрусталь. Надеемся на победу, надеемся, что наша елка будет красивой и знаменитой. Фигурные коньки на елку Кристины и Рената Фархудиновых собирались в течение 6 лет. Кстати, Ренат – трехкратный чемпион Японии вместе с партнершей Накао Судзуки в парном фигурном катании и воспитанник тренера Татьяны Тарасовой. Среди фотоелок конкурсантов этого года есть ханукальная елка Анатолия Гольдшмидта, елка из винных пробок Елены Вилски, традиционная елка Оксаны Редди, семейная елка Оксаны Бёрр, золотая елка Натальи Ирик, модная елка Алины Ляпман и много других оригинально украшенных лесных красавиц. 7 января участники конкурса узнают, чья же елка станет лучшей. А пока они вместе с детьми регулярно заглядывают на страницу фотоконкурса, считая каждый голос, отданный за их фотоелку, и страстно желая победы. Людмила Сергей Таран, Настоящее время Америка, Даллас, Техас.